Друзья, у нас на связи по скайпу Иван Капсамон, журналист из Киева. Наш коллега с Иваном, я предлагаю поговорить о процессе декоммунизации, или избавления от советского и имперского прошлого на юге Бессарабии, включительно в гагаузских и болгарских селах. Процесс, который начался вот буквально недавно, и мы в одном из прошлых наших выпусков говорили об этом с Юрием Демчогло, советником главы Одесской военной и гражданской администрации. Вот процесс пошел, есть уже определенные результаты. Я предлагаю продолжить обсуждение этой важной темы. С моей точки зрения, с одним из инициаторов этого процесса, Иван, непосредственный участник этого процесса. Иван, добрый вечер, слышите ли ты студию? Добрый вечер, Михаил, слышу. Рад тебя видеть, Иван. Иван, ну вот, наверное, такой вопрос. Вот этот процесс переименования сел в Бессарабии. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этой инициативе. Может быть, что-то важное, что бы ты хотела отметить. И вообще, как он проходит и как на него реагируют там? Ну, я начну с того, что этот процесс, собственно, начался еще после Евромайдана, то есть 2014 года. Тогда этот процесс назывался декоммунизацией, когда все, что связано с Советским Союзом, я имею в виду то, что относилось к руководителям, как на высшем уровне, так и на среднем, низком звене, все, что касалось памятников Ленина, например, и так далее, все это подлежало демонтированию, переименованию и так далее. И это было сделано путем принятия соответствующего законодательства. И уже, скажем, опираясь на данное законодательство, на местах должны были привести, скажем, местную топонимику в соответствии с данным законодательством. И вот этот процесс, он длится с того времени. Он коснулся, конечно же, и территории Буджака. Скажу сразу, что шел достаточно сложно там, потому что вот в некоторых селах, например, до конца жители там или отдельные руководители, которые опять-таки зависят от местных жителей, конечно же, то они до последнего фактически не демонтировали те же памятники Ленину. И это иногда происходило вплоть до того, что когда возбуждались уже уголовные дела, потому что существует соответствующее законодательство, и его не исполняют, тогда возбуждались уголовные дела, и соответствующие памятники демонтировали, иногда даже это делали ночью. Вот очень сложно проходил этот процесс, в том числе и в гагаузских селах, в частности, в селе Виноградовка, Курчу, в селе Старые Трояны, Иский Троян. То есть действительно там это трудно происходило. Но так как существовало законодательство, все-таки постепенно, в течение там, нескольких лет, были демонтированы памятники, переименованы улицы, там, скверы, села. И что касается, например, того процесса, то в частности были переименованы 2 села, где в том числе проживают этнические гагаузы. Это бывшее уже село Червоноармейское, которое взяло название Кубей Старое. Там получается, что живут и гагаузы, и болгары. Это то, что напротив Копчака, рядом с Копчаком, да, по-моему? Да, да. То есть через границу, Украино-молдавскую границу, то, что напротив Копчака. И еще одно село, это Жовтневое, ну, бывшее уже, старое название Каракурт. Каракурт. Да. Оно тоже недалеко от Болграда по Одесской трассе. И там проживают этнические албанцы в основном. И немного есть этнических болгар и этнических гагаузов. Вот эти 2 села переименованы еще в 2016 году. То есть это процесс декоммунизации. Сейчас в этом году... если бы ты мог остановиться здесь подробнее, почему в этих селах пошло раньше? Там что, другая администрация, там другие условия были или почему? А их обязали, Михаил. То есть эти 2 села, даже по наименованию, Червоноармейское и Жовтневое, прямое отношение к советскому прошлому. Если взять другие села... Слишком броские названия были, да, у этих сел, так понимаю? Они прямым образом подпадали под соответствующее законодательство, которое обязало их переименоваться. Но я тебе скажу, что до последнего как бы местные там руководители, жители затягивали этот процесс. И когда уже сверху, собственно, сказали, ребята, если вы не переименуетесь и не подадите собственные предложения нам,
мы просто для вас подадим свое название, и мы вас переименуем, потому что есть соответствующее законодательство. Ага. Ну и тогда уже на местах подали предложение, ну и люди взяли те старые названия, которые у них существовали. Остальные населенные пункты не подпадали под декоммунизацию, в том числе и все моноэтнические села, 6 сел. Данные два, которые я назвал, это получается, что там они смешанные, а есть моноэтнические гагаузские села. Это Виноградовка, Курчу, это Котловина, Балбока, это Дмитровка, не имеет старого названия, это Александровка, старое название Саталык, Хаджи, это Старые Трояны, не имеет старого названия, и Еникёй, ну или Новоселовка сейчас. Правда, в этом селе живут и болгары, и гагаузы. То есть 5 моноэтнических и вот смешанные. Значит, что произошло дальше? В 22 году, когда началась широкомасштабная агрессия России против Украины, наступил следующий этап по, скажем, ну, избавлению от уже имперского прошлого. Не просто советского, а уже имперского прошлого. То есть избавление от названий, которые были даны еще во времена Российской империи, правильно я понимаю? Да. То, что связано уже с Российской империей. Этот процесс называют сейчас деколонизацией, а иногда даже и дерусификацией. Потому что все, что связано там... Пооставались, кстати, некоторые, возможно, там названия советского периода, их сейчас допереименовывают. Или все, что связано вот с российскими названиями в том числе. Вот этот процесс, извини, Иван, я прошу прощения, этот процесс, я так понимаю, проходит и в болгарских селах тоже, да? Он касается всей Украины. Он касается всей Украины, в частности, и, конечно же, Одесской области, южной ее части, где проживают этнические гагаузы, болгары, конечно, украинцы и все остальные. Ну вот сейчас, потому что мы следим за твоими публикациями, там ты говоришь в основном о гагаузских селах, и там ты упоминаешь имена, ну, 3 человек. Это ты, это Василий Килиогла, он сам из Котловин родом, если я не ошибаюсь. И это да. Юрий Демчогла, он, ну, соответственно, он гагауз из Молдовы, из Тамая. А в болгарских селах кто управляет этим процессом или каким-то образом двигает этот процесс, если кто-то двигает его? Я объясню немного разницу, Михаил, в чем. Вот да. Я начал говорить о том, что после этой широкомасштабной агрессии стартовал процесс деколонизации. Он касается абсолютно всей топонимики по всей Украине. Соответственно, этим обязаны заниматься местные власти, где бы ни проживали эти люди. Соответственно, этот процесс, он коснулся и нашего южного региона. Болгарских сел, гагаузских сел. Но я вышел с инициативой к Василию Килиоглу, к Юрию Демчоглу, чтобы параллельно с данным процессом, который идет, скажем так, сверху по переименованиям и деколонизации, инициировать параллельный процесс по возвращению исторических названий населенным пунктам с компактным проживанием гагаузов. Соответствующей какой-то, скажем, инициативы, которая бы касалась населенных пунктов с компактным проживанием болгаров, как бы, ну, мне неизвестно. Понятно. Поэтому я сфокусировался на гагаузских селах, и с того периода как бы я веду этот процесс. Дважды я побывал, один раз мы вместе с Василием Килиогло объехали все гагаузские села, как моноэтнические, так и смешанные с гагаузско-болгарские. Мы встречались с руководством, мы встречались с местными жителями, и наш посыл был следующий, что, ребята, этот процесс, он все равно идет. Мы вас призываем, чтобы во время этого процесса, когда будут переименовываться улицы в селах, не называйте их, пожалуйста, как это было сделано вот в прошлый раз во время декоммунизации, там какими-то абсолютно, ну скажем так, безликими цветочно-букетными названиями. Давайте мы их все-таки наполним какими-то содержательными названиями, которые будут иметь отношение как к гагаузам, так и, собственно, конечно же, к Украине, поскольку мы живем в независимой Украине. Ну, то есть будут возрождать какую-то историческую память, я правильно понимаю? Да, в этом был посыл? В этом был посыл, и мы предлагали, что я потом подготовил соответствующие предложения по каждому селу и направил руководителям данных сел, чтобы когда будет происходить этот процесс, они учли наше предложение. По каждому абсолютно селу, что касается улиц. И там был подход такой, что вы можете использовать известных людей, выходцев с данного села, которые себя проявили как-то.
Ну или, например, там есть погибшие, да, в российско-украинской войне. Вы можете использовать известных личностей, которые известны для всех гагаузов, как Михаил Чакир, например. Вы можете использовать какие-то, собственно, гагаузские слова, потому что никто вам это не запрещает. Ну и так далее. И, конечно же, известных личностей, которые связаны с украинской историей. В данном случае мы тоже это предлагали. И вот я у себя в Фейсбуке об этом писал, что уже осенью мы получили первые результаты по 2 селам, что касается переименования улиц. В селе Новоселивка, Новоселовка или Яникёй, там учли фактически наши предложения, которые мы им предложили. Одна из улиц была переименована в честь Михаила Чакира. Еще одна улица была переименована и получила название Буджакская. Еще одна улица, ее хотели назвать, даже было уже проект решения, чтобы назвать именем известного гагаузского художника Ивана Каварналы. Он является уроженцем данного села. Причем, что я когда туда приехал, я скажу, что даже часть жителей этого села даже об этом не знали, что он является уроженцем данного села. Но оказалось, что нельзя этого сделать, потому что, соответственно, законодательство, пока люди живы, нельзя называть их именами вот улицы или другую топонимику. А как известно, Иван Каварналы, насколько мне известно, он живой, проживает в Кишиневе. Но, во всяком случае, Степан Булгар мне сказал, и, собственно, это потом подтвердилось. Это одно из сел. Во втором селе Старые Трояны, о чем я вчера писал, у себя тоже учли, фактически там тоже наши предложения, пожелания. То есть одна из улиц была названа как Гагаузская, а еще одна в честь Федора Караконстантина. К сожалению, погибшего парня 95-го года рождения, родом из этого села, погиб он в 2017 году вот в войне против России. Там до последнего мама не давала согласия, но в результате удалось уговорить ее, и все-таки вот этот процесс там пошел. Кстати, маленькая ремарочка, Михаил, вот ты спрашивал по поводу болгар. Селище міського типа, ну то есть селище Суворова есть такое. Вот оно подпадало под обязательное переименование, и его, собственно, они переименовали. Ну то есть к этому мы не имели отношения, но вот они подпали под переименование, тоже было голосование, местных жителей опрашивали и так далее. Ну и выиграл вариант, который впоследствии на местной сессии был утвержден, будет в дальнейшем называться данный населенный пункт как Бессарабске. Ну, они не захотели. Они не захотели, с другой стороны, получается, да? Старое название, но вот выбрали вот такое название, потому что у них есть старое название Шикерли Китай. Шикерли Китай, ага, понятно. Шекерли, Шекерли в смысле, сахарный, да? Да. Это все тюркские названия, имеющие отношение к буджакским татарам. Да. Это хорошо, вот, что касается результата по двум этим селам. Продолжается, конечно, процесс и по другим селам. Хорошо, как ты смотришь на вот дальнейшее, как он пойдет, этот процесс? Потому что я так понимаю, что больше, если так можно, и в этом я тоже не вижу, честно говоря, ничего плохого, но такое ощущение, что немножко так добровольно-принудительно людей ставят перед фактом, потому что, действительно, сами, как мы видим, они от советского и имперского прошлого избавляться почему-то не хотят. А вот этот процесс как дальше пойдет, как ты думаешь? К сожалению, действительно, прошлое очень сильно нанесло такой урон гагаузам. И это серьезно отложилось в их памяти, в их идентичности. И, соответственно, данный процесс достаточно идет трудно. Особенно сейчас ярким примером является мое родное село Виноградовка, которое я предложил переименовать в Курчу. То есть люди не хотят вернуть это название, я так понимаю, да? Нельзя сказать 100%, что люди не хотят. Часть жителей, конечно же, поддерживает данный процесс. Поддерживает очень много людей, которые, скажем, являются выходцами из данного села, проживают там в городах и так далее. Это видно по той поддержке, которая есть вот даже на моей странице в Фейсбуке, когда люди пишут там и в комментариях, и мне в личных сообщениях, что они поддерживают данный процесс. Я был в селе, я встречался с жителями, я доносил там аргументами, что необходимо все-таки переименоваться, тем более, что существует
такая проблема, что в одном Болградском районе после его укрупнения сейчас 3 виноградовки с одинаковым названием, потому что в каждом из бывших районов, Арцизском и Тарутинском, по одной своей виноградовке было. Соответственно, это с практической точки зрения тоже будет для нас правильно. Плюс я обращался к людям и говорил о том, ну вы же между собой все равно используете старое название. Как Курчу. между собой Курчу, да. Так и другие гагаузы с других сел также употребляют это название. Давайте мы официально все-таки закрепим это название. Оно тюркски нам близко, потому что оно тюркское имеет значение. Историки все-таки сходятся к тому, что имеет значение как одной из военизированных структур у ногайских татар. Кстати, не только у ногайских, у других тюркских народов и так далее. Или же отображает местную географию как соединение оврагов. У нас действительно село разрезано оврагами. Так Курчу или Куртчу? Сейчас мы сходимся на название все-таки Курчу, без буквы Т. Хотя есть предложение и по поводу Куртчу, потому что здесь исходит все, что связано с волком, да, то есть насколько оно переводится. Но опять-таки, если мы обратимся к гагаузскому языку, гагаузы не употребляют слово курт. У гагаузов курт означает червяк, Ну да. а волк это джанавар. Джанвар, Поэтому тут тоже вопрос. Плюс на картах, например, зафиксировано как курчи. Но мы исходим из того, что как современные гагаузы употребляют данное слово. Они не говорят куртчу, они не говорят курчи, они говорят курчу. И поэтому мы все-таки предлагаем зафиксировать так, как это употребляют гагаузы, для того, чтобы им было общаться легко, для того, чтобы это в дальнейшем могли легко фиксировать в каких-то документах даже. Сейчас на данном этапе, Михаил, идут процессы общественного обсуждения. И происходит подворовой обход на месте, то есть там в самой Виноградовке. Плюс организовано онлайн-голосование. И я в том числе хотел бы обратиться всем к людям, которые связаны с Курчу, с Виноградовкой, и попросить их все-таки поддержать путем онлайн-голосования. А на каком сайте, Иван, на каком сайте проходит голосование? Сайт этот можно найти на официальной странице Болградского городского совета. Болградского, да? Болградский. Да, Болградского городского совета, потому что организовывает данный процесс исполком Болградского городского совета. Но в то же время можно найти эту ссылку и у меня на странице, потому что я об этом писал и призывал об этом проголосовать. В ближайшее время я планирую еще раз тоже об этом написать и опять-таки дать соответствующую ссылку и призвать людей все-таки поддержать название Курчу, потому что все, кто имеет отношение к данному селу, имеют право высказать свое мнение. А дальше решение уже будет принимать городской совет с дальнейшим обращением в Верховную Раду Украины. То есть не местные советы переименовывают села, переименовывают населенные пункты, парламент Украины. А вот улицы, да, переименовывают местные советы. Кстати, идет голосование и по улицам, тоже, которые касаются в данном случае Курчу. Там тоже можно будет выбрать название. Я соответствующие альтернативные названия также предложил. Хотя не шумите. Да не, кстати, не слышно, все нормально, мы тебя хорошо слышим. Я так понимаю, что, опять же, возвращаясь к тому вопросу, Да. то есть, хотелось бы, может быть, твой прогноз, и не то чтобы прогноз, по твоим ощущениям, как долго это будет идти, и настанет ли тот день, когда и гагаузы, и болгары там в Южной Бессарабии добровольно начнут восстанавливать свою историческую память. И хотелось бы узнать вообще, как происходит эта дискуссия между, как ты говоришь, выходцами из этих сел, которые там живут в Киеве, допустим, как ты, или в каких-то областных центрах, и людьми, которые остались жить в этих селах, населенных пунктах. Я так понимаю, что те, которые выходцы, живут в Киеве и в областных центрах, они больше предрасположены к тому, что нужно возвращать исторические названия, в то время как местные, скорее всего, больше скептически к этому относятся. Вот как происходит вот этот процесс обсуждения, и есть ли вообще какое-то обсуждение, или люди принимают, что необходимо, или молча саботируют? Как это вообще происходит?
Высказываются абсолютно разные точки зрения. Тот процесс, который вот сейчас идет, он во всяком случае точно на пользу, потому что раньше эти вопросы никто не поднимал, это мало кто обсуждал. Вот как я сказал, во время декоммунизации, например, никто в данном случае не инициировал с тем, чтобы там вернуть какую-то историческую память гагаузам. Соответственно, сами люди на местах, местное руководство, как я уже сказал, вот для меня ярким примером стал, когда у нас в селе Виноградовка назвали одну из улиц Виноградной. Я говорю, вот в чем смысл? Есть название Виноградовка, вы еще и улицу называете Виноградной. То есть, может быть, как-то все-таки наполнить содержанием, давайте как-то по-другому. Ну, понимаешь, и даже вот с такими определенными посылами никто к людям не обращался, никто не объяснял людям, никто их не призывал. И сейчас, когда я инициировал этот процесс, все равно идет определенное бурление. Некоторые жители, да, в основном, которые проживают на местах, иногда выступают просто против, вот потому что они против, и им кажется, что им что-то хотят навязать сверху. В то же время я им объясняю, что весь этот процесс направлен, собственно, на сохранение нашей идентичности. Если раньше Советский Союз пришел, никого не спросив, переименовал все на свете, то сейчас государство Украина вам дает возможность и говорит: ребята, переименовывайтесь, но у вас есть выбор. Вам же не говорят, что вы, грубо говоря, должны назвать там улицу имени Бандеры. Вам предоставляют возможность для того, чтобы вы сами предложили название. Вот поэтому... Пусть найдут какого-то местного Бандеру, в честь него назовут. В чем проблема? Да. Пусть, да, найдут. Я, например, предложил одно из названий в своем селе родном, откуда я выходец, именем первого старосты. То есть зафиксировано в книге нашей. И зовут его Жеку Балабан. Первый староста среди переселенцев, когда они поселились вот в Курчу. Почему нет? Об этом фактически никто не знал. Мало кто это людям доносит, мало кто об этом рассказывает. И тут очень важно, что идет данная дискуссия. Знаешь, что меня поразило и о чем стало таким ярким свидетельством? В одном из сел, да и не только в этом селах, во всех, где я был, когда я говорю гагаузам, в том числе общаясь с ними на гагаузском языке и на русском языке, я говорю, давайте, например, назовем улицу гагаузским словом. Вот, например, вы назвали улицу Виноградная, а если ее назвать Üzümlü сокак, то есть улица Üzümlü, то есть по-гагаузски, чтобы это звучало. Или там Güneşli сокак, солнечная, если вы хотите назвать солнечной. И когда я озвучил, например, одно из таких предложений, у некоторых это вызвало такой резкий сарказм, смех и большое удивление. То есть люди на слух, им режет слух гагаузское название. Это говорит о том, что идентичность подмыта. Идентичность подмыта, им режет слух собственный родной язык. Вот в чем проблема. И когда ты задаешь этот вопрос, я могу сказать, что действительно на местах люди, к сожалению, меньше получают информацию. Те, кто гагаузы проживают в городах, они все-таки, наверное, более мобильны, наверное, больше интересуются историей. В селах людям приходится больше выживать, к сожалению. Они больше смотрят телевизор. Те, кто в городах, они пользуются больше интернетом. Соответственно, здесь они уже пошли дальше в осознании и понимании собственной истории. Поэтому эти люди и выступают за то, чтобы... Пирамида Маслоу, пирамида Маслоу, да, пирамида Маслоу. Обеспечили свои базовые потребности, думают о чем-то более... Да. Поэтому этот процесс идет. Я надеюсь все-таки, что в данном случае мы сумеем выиграть данное голосование по селу Виноградовка. Если нет, все равно данный процесс уже начат. Он будет постепенно продолжаться. Будем дальше информировать население, и мы вернемся, значит, к этому вопросу в следующий раз. Но в данном случае я все равно верю и призываю людей к тому, чтобы они сделали свой выбор и поддержали название Курчу и гагаузских деятелей по названиям села. Ну а дальше мы этот процесс будем продолжать, потому что существуют еще такие села гагаузские, как Дмитровка, Александровка, Котловина и так далее.
Кстати, в первом чтении в Украине уже принято законодательство, но оно не принято окончательно, по примеру, как это было сделано по декоммунизации. А сейчас это, как я сказал, называется деколонизация. Вот когда будет окончательно принято уже это законодательство, например, такое село, как Александровка, которое названо в честь Александра II, императора российского, может уже подпасть под обязательное переименование, и тогда жителям надо будет думать об альтернативном названии. Ну, я думаю, тогда процесс пойдет быстрее, да. Вот тогда пойдет процесс быстрее. С другой стороны, к сожалению, иногда вот у нас люди воспринимают то, когда им что-то пускают сверху. И иногда так происходит. Сейчас, когда я объезжал села, я говорю: дорогие гагаузы, вот чтобы вам не спускали сверху, я же вам просто предлагаю, давайте в дискуссии обозначим то, что будет ближе к нам, и назовем, упредим этот процесс, чтобы вас потом не заставили это сделать. Ну, видать, не Но, хотят. Видать, хотят, чтобы спустили видать, сверху. вот идет процесс так, как он идет. Иван, спасибо большое. Рады были видеть тебя у нас в эфире. И будем дальше освещать эту тему. И если у тебя будет желание, ждем тебя в эфире и ждем твоих дальнейших комментариев по этой ситуации в Южном Буджаке или Южной Бессарабии. Спасибо, Михаил, за возможность высказаться. И я, кстати, думаю, что процесс данный, который идет у нас, он постепенно идет. Есть позитивные примеры, и они станут в том числе и примером для Гагаузии, где соответствующая топонимика, я считаю, вообще катастрофа. Да, к сожалению, да, катастрофа. Надеемся, что этот процесс здесь тоже когда-нибудь будет запущен. Спасибо большое, Иван. Да, приятного вечера. Всего хорошего. До Взаимно. свидания.